Депутаты Госдумы предложили разрешить переводить беременных в первом триместре женщин на удаленку. Депутаты считают, что на ранних сроках беременности женщинам лучше чаще находиться дома. В это время воздействие разных факторов может привести к серьезным осложнениям. Сегодня свой профессиональный праздник – День пожарных. На международном уровне отмечают люди мужественной профессии, защищающие и спасающие жизни людей, животных, имущества, объекты экосистемы от огня. Нередко борьба с огнем уносит жизни этих отважных профессионалов. Людей этой профессии объединяют такие качества, как профессионализм, мужество, решительность, самоотверженность. Традиционно 4 мая пожарные во многих странах мира вспоминают своих товарищей, отдавших свои жизни во имя жизни других людей. Пожарные, выполняя свою работу, становятся борцом с огненной стихии, используя в своих целях силу другой стихии – воды. На скотном рынке в городе Сунжа 5 мая пройдет всероссийская выставка овец элитных пород, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики. Организатором мероприятия выступила Ассоциация овцеводов Ингушетии при поддержке правительства и регионального Минсельхоза. Посетители смогут узнать больше о содержании животных и приобрести их для своего хозяйства. Также будут проводиться консультации от ведущих специалистов по разведению мелкого рогатого скота. В аграрном ведомстве республики считают, что это хорошая возможность продемонстрировать достижения селекционеров и продвигать породы, адаптированные к горным условиям Кавказа. Участники движения первых из школы номер 1 селения Барсуки украсили окна своего учреждения тематическими наклейками, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Акция «Окна Победы» — это важный способ сохранить историческую память и вдохновить других на проявление уважения к подвигу наших предков. Присоединиться может каждый, пусть каждое окно станет символом благодарности и гордости. В Кисловодске проходил турнир по плаванию «Весенние старты Северного Кавказа». Сборная Республики Ингушетия по плаванию под руководством президента Федерации плавания Ингушетии Амирхана Мальсагова принимала участие и привезла домой 3 медали. Несмотря на серьезную конкуренцию, по итогам всех заплывов наши спортсмены завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Магомед Угурчиев завоевал 2 серебряные медали, бронзовую медаль занял Мухаммад Шадеев. Ингушский дзюдоист Хасан Пугоев завоевал серебро на всероссийском турнире памяти Героя России Дамира Шаймарданова. Турнир собрал около 130 спортсменов из 22 регионов страны. Наш спортсмен выступал в весовой категории до 66 килограммов. На пути к финалу он одержал победу над Даниилом Мальяновым, Всеволодом Киселевым и Егором Карипановым. В решающем поединке Пугоев уступил Ливону Нерсисяну из Санкт-Петербурга. Хасан Пугоев продемонстрировал высокий уровень подготовки и волю к победе, подтвердив статус одного из перспективных дзюдоистов страны в своей весовой категории.